А проблема-то не одна. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикам наконец разъяснили ситуацию. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ариф Хаджидзода на пресс-конференции сообщил о положении границ Таджикистана с соседними странами. По его информации, в первой половине 2022 года Таджикистан и Кыргызстан провели 3 встречи по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. На сегодняшний день с Кыргызстаном уточнено почти 520 километров. Работа в дальнейшем будет вестись непрерывно для решения всех вопросов, касающихся проблем делимитации и демаркации границ, отметил он. При этом Хаджидзода, который также возглавляет типографическую комиссию, добавил, что в работе комиссии будут учтены интересы обеих сторон, как Таджикистана, так и Кыргызстана. Общая протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет примерно 987,6 километра. В различных источниках длина пограничной линии между Таджикистаном и Кыргызстаном приводится по-разному. Называются цифры от 970 до 987,6 километров. По словам Арифа Хаджидзода, пока полностью не определится граница, точную цифру назвать нельзя. По данным МИД Таджикистана, процесс делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы осуществляется на основании соглашений между Таджикистаном, Кыргызстаном и Китаем о точке стыка границ трех государств от 5 июля 2000 года и соглашение между правительством двух стран о пунктах пропуска через таджикско-кыргызскую границу от 6 мая 1998 года. На таджикско-кыргызской границе на сегодняшний день существует 5 автомобильных КПП: Гулистон, Овчекалача, Маданият, Карамик и Кизил-Арт. С Узбекистаном все проще, почти вся граница описана, осталось 12 километров. За отчетный период проведено 4 заседания правительственных делегаций и 7 заседаний выездных рабочих групп по демаркации таджикско-узбекской границы. Общая протяженность таджикско-узбекской государственной границы составляет 1332 километра, из них полностью определены около 320 километров. Осталось выяснить всего 12 километров. По данным МИД Республики Таджикистан, здесь рабочие группы работают на основании двухсторонних договоров о государственной границе от 5 октября 2002 года и от 9 марта 2018 года, а также соглашение о пунктах пропуска через государственную границу от 12 февраля 2002 года. На таджикско-узбекской границе существует 5 международных автомобильных и 4 железнодорожных и 8 двусторонних КПП. С Китаем вообще никаких вопросов по границе нет. Вопросы делимитации и демаркации таджикско-китайской границы нашли полностью свое решение. Общая протяженность границы здесь составляет 494,4 километра. По данным МИД Таджикистана, сотрудничество с Китаем в этом вопросе происходит в рамках соглашений о госгранице от 13 августа 1999 года и от 17 мая 2000 года, протоколу о демаркации госграницы от 27 апреля 2010 года, а также соответствующих соглашений о режиме государственной границы и пунктах пропуска. В настоящее время на таджикско-китайской государственной границе существует один автомобильный пункт пропуска – Кульма в Мургабском районе. Как вы относитесь к тому, что у Таджикистана только с одной страной нет вопросов по границе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот насчет Афганистана вопрос сложнее. Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1374,2 километра, из которой 1184,4 километра проходит по реке и 189,8 километра является сухопутной. Хотя вопросы делимитации и демаркации таджикско-афганской границы нашли свое решение, но речная линия границы время от времени требует ремаркацию из-за перемен в русле реки Пянж. По данным МИД Республики Таджикистан, с Афганистаном вопросы границы решаются на основе соглашений между СССР и Афганистаном от 13 июня 1946 года и от 16 июня 1981 года между Таджикистаном и Афганистаном у государственной границы от 22 декабря 1993 года о пунктах пропуска от 27 апреля 2005 года и внесенных изменений и дополнений в него от 21 октября 2013 года. На таджикско-афганской государственной границе существует 7 международных автомобильных КПП. После того, как к власти в этой стране пришли талибы, они остаются закрытыми. Перевозка товаров происходит только через мост Шерхон
Бандар в Нижнем Пянже. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!